эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Якутии в этом году ведут 7 школ общей вместимостью более 3000 мест. Расскажем, где именно. В Алекминске прошла ярмарка вакансий. Рабочие места предложили крупные промышленные компании. В Амге состоялся турнир по пулевой стрельбе на призы ветерана Великой Отечественной войны снайпера Иннокентия Васильева. В Якутии в этом году ведут 7 школ. Объекты возводятся в рамках реализации нацпроектов «Молодежь и дети», а также «Семья». Образовательные объекты общей вместимостью 3223 места. В столице региона будут введены школа номер 1 на 253 учащихся, специальная общеобразовательная школа номер 4 на 180 мест и крупная школа на 990 мест в микрорайоне Звездном. Новые учреждения образования также появятся в селах Сунтар и Намцы по 450 мест каждое. Развитие инфраструктуры будет дополнено созданием 2 объектов дополнительного образования на 664 места в Якутске и Мирном. В Усть-Алданском Улусе начался отчет правительства. За первый день 19 человек под руководством зампреда правительства Якутии Сергея Местникова посетили 9 населенных пунктов. К примеру, население села Усункюль уже четвертый год ставит вопрос строительства новой котельной, так как нынешнее здание котельной является аварийным и функционирует лишь благодаря ударной работе коллектива филиала, которые надеются на положительный ответ со стороны исполнительной власти. В основном людей затрагивают вопросы, конечно же, сельского хозяйства, дорог, отопления. Ну и в связи с тем, что у нас в этом году год культуры, достаточно большое количество вопросов возникает именно по этому направлению. В основном это части ремонтов, также школьных музеев и так далее. В Алекминске прошла ярмарка вакансий, где рабочие места предложили промышленные крупные компании. Это Транснефть, Газпром, Нордголд. Потребности предприятий растут, и это возможность не только трудоустройства, но и карьерного роста. И, что немаловажно, уверенность в завтрашнем дне и стабильный доход. Ярмарка вакансий давно не в новинку в Алекминском районе. И в этот раз более 60 человек подошли, чтобы найти для себя рабочее место, которое устроит по всем запросам. Нужна ярмарка вообще вакансий? В принципе, да, нужна, потому что, чтобы люди узнавали, что есть большие организации, чтобы молодежь узнавала, чтобы местные люди работали в таких больших организациях. Просто я раньше тоже работал, не в этих, а в других организациях, в других регионах, получается. Там тоже все хорошо, и почему бы и у нас тоже, в принципе, думаю, не хуже. Не попробовать? Да, конечно, у себя дома хочется, а то постоянно за 3-9 земель куда-то ездил раньше. Почему бы и дома не попробовать? Как получится. Среди заявителей уже опытные мужчины и молодые студенты. Опыт пригодился и тем, и другим, ведь даже составить резюме надо уметь. Первый раз пришли на ярмарку вакансий? Да, первый раз пришел. А куда вы хотите устроиться? На любую профессию. А по специальности вы кто? Водитель. Как вы считаете, ярмарка вообще нужна? Да, конечно, нужна. Потому что здесь негде же. Куда пойдешь? Только через компьютер или где что. А там не всегда надежно. В этот раз ярмарку приурочили к 35-летию службы занятости. Желающие есть, сами посмотрели, наверное, потихоньку подходят, спрашивают, какие вакансии есть. На сегодня эти те, которые участвуют у нас в компании, готовы с нами сотрудничать, работать, принимать этих соискателей на работу. Работа центра давно пользуется спросом. Это возможность найти себя на рынке вакансий грамотно. Несмотря на то, что времени уже много, все равно люди подходят. Да, у нас ярмарка с 10 до 3. Объявления всем рассылали по организациям, обзванивали наших безработных. И получается, у нас до 3 часов мы будем работать, ждать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
От дошкольного образования и преподавания в начальной школе до формирования цифровых компетенций в Якутском педколледже реализован педагогический кластер. Учебный корпус поделен на 9 частей, в каждой из которых студенты обучаются азам робототехники, 3D-моделирования, анимации и другому. Реализация кластера стала возможностью благодаря победе колледжа в грантовом конкурсе федеральной программы «Профессионалитет и молодежь и дети». С модернизацией введено 6 новых специальностей, по которым сейчас обучаются 518 студентов в 3 педагогических колледжах. Также в этом году планируется капитальный ремонт общежития на 360 мест. В рамках профессионалитета создан учебно-производственный комбинат, где наши студенты оттачивают свои практические навыки. Это продленная группа для наших школьников. Сегодня Якутский педагогический колледж – это большой образовательный комплекс, где имеется дошкольная группа «Мозаика», начальная школа на 225 мест и колледж. Так как мы готовим воспитателей, учителей, наши студенты проходят производственную практику на базе колледжа. В Горном Улусе в Бриджигисяхской средней школе имени Семена Данилова в честь Дня защитника Отечества был проведен сбор под названием «Один день в армии». В этот день юноши школы были разделены на 7 отделений по 15 человек. День начался с 8 утра с зарядки. Молодые солдаты прошли строевую и огневую подготовку, участвовали в силовых испытаниях и изучали историю Отечества. Примечательно, что коллектив школы уделяет большое внимание строевой подготовке, проводит целенаправленную работу. Чувство солдата, да, я бы сказал, что присутствует. Ведь в нашем сегодняшнем мероприятии стоит такая атмосфера строевого солдата, казармы, можно сказать, таких строгих правил. Сейчас только что закончился обед. Из моих эмоций я могу сказать то, что все мне очень нравится. Также очень жду и интересуюсь скорые новые мероприятия. В День защитника Отечества учащиеся санитарской начальной школы выстроились на торжественный марш, исполнив песню «Солдатушки, бравые ребятушки». Если в прежние годы в парадном строю шел целый класс, то ныне честь защитников Отечества представляют лишь юноши. Юные защитники, прошедшие строевую подготовку, продемонстрировали слаженный командный дух. В нашей школе каждый год проводится смотр песни строя. Строй учит нас быть мужественными, терпеливыми, отважными, дисциплинированными. И мы всегда готовы служить Родине. В Амге прошел открытый турнир по пулевой стрельбе на призы ветерана Великой Отечественной войны снайпера Иннокентия Васильева. На соревнованиях приняли участие команды из 6 наследников района. Каждую команду представляли женщины, мужчины и юноши. Спортсмены выполнили упражнения «Белка ВПП» из 3 положений – стоя, лежа и с колена. Также была подготовлена выставка, посвященная жизни Иннокентия Николаевича. Он участвовал в боях на Калининском, Волховском, Прибалтийском, Северо-Западном, Втором Белорусском фронтах. Служил снайпером. Еще в школе имел значок «Ворошиловский стрелок». Уничтожил 33 солдата противника. Был назначен командиром стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, славы, медалью за отвагу и знаком «Снайпер». Участников очень много, 30 человек. Мы этому очень рады. И участником сегодняшнего турнира является наш правнук нашего деда Кадиев Валентин. Эти соревнования проводятся в целях воспитания патриотизма, любви к родине и памяти ветеранов Великой Отечественной войны. В Мегино-Кангалахском улусе поселка Нижний Бестях в спортивном комплексе «Парус» в честь Дня защитника Отечества прошли спортивные мероприятия среди ветеранов СВО. На мероприятии принял участие герой России Филипп Евсеев. На открытии соревнований глава улуса Дмитрий Тихонов вручил семьям погибших героев ордена мужества, посмертно и благодарственные письма. Глава улуса отметил: мы должны помнить и чтить наших защитников, их подвиги и мужество. Спортивные соревнования прошли по 5 видам спорта.
Такие мероприятия у нас проводятся впервые, потому что в основном они проводились в городе Якутске, как было мало ветеранов, из-за этого проводили в городе. Сейчас ребята демобилизуются, возвращаются в мирную жизнь, и больше сплоченности идет от Фонда защитников Отечества. Сегодня вот Нижнебестязский фонд защитники Отечества организовал такое большое мероприятие. Спасибо нашему главному куратору Елене Петровне за то, что она нас сплочает со всех районов нашего Мегино-Каловского района и дает такую сплоченность и знакомство. Мы все рады боевым своим товарищам и всегда готовы друг другу поддержать и быть всегда рядом. В Ледовом парке Якутска «Северное сияние» состоялась торжественная церемония открытия первого международного конкурса «Мы дети Севера». На протяжении 4 дней участники будут бороться за звание лучшего по номинациям «Ледовая» и «Снежная скульптура». Сейчас участники приступили к выполнению ледовых скульптур по теме «Дружат дети всей земли». Всего принимают участие 15 команд не только из районов Якутии, но и Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и Китая. Отметим, что конкурс впервые приобрел статус международного. Итоги станут известны 27 февраля. В этом году этот конкурс первый раз проводится на международном уровне. До этого с 2013 года конкурс проводился на уровне республиканском. В прошлом году стал всероссийским. Вот в этом году мы уже в гостях у себя видим Китайскую Народную Республику. Очень надеемся, что дальше этот конкурс также будет развиваться. Он называется «Мы дети Севера». Это конкурс ледовых и снежных скульптур, в котором принимают участие школьники. Это единственный вообще конкурс в мире, в котором принимают участие именно школьники. Якутск стал эпицентром баталий по кикбоксингу Дальневосточного федерального округа. Представители 8 регионов принимают участие в первенстве и чемпионате ДФО. За право выхода на финальный этап борется более 250 участников. Спортсмены выявляют сильнейших в дисциплинах лоу-кик и фулл-контакт. Турнир посвящен памяти первого чемпиона мира по кикбоксингу из СССР Александра Иванова. Имена всех победителей и призеров традиционного турнира станут известны 26 февраля. В прошлом году я ездила на ДФО, он был в Владивостоке, там я заняла 1 место. Если сравнивать то ДФО и это, то это ДФО гораздо интереснее, это новый город, я здесь впервые. Для меня очень холодно, если честно, но нормально, ничего, справляемся. Там у каждого спортсмена, так сказать, своя стратегия, также поддержка от тренера, от команды. Это все влияет на спортсмена. Наверное, больше всего это поддержка от друзей и близких. На этом все. До встречи в эфире.